Древние знаки. Испокон веков они сопровождали человека на протяжении всей жизни, отражали устройство мира, оберегали от злых сил. Знаки повсюду, в языке и фольклоре, праздниках и семейных традициях, одежде и предметах быта. О сакральном значении орнамента, о самобытной культуре удмуртского народа, о хранителях знаний и мастерах, обо всем расскажет мелодия небесной росы, тайные знаки. Чарующая древность. Жившие более 1000 лет назад на берегах Чепцы люди находились в постоянном единении с природой. На предметах, оставленных древним населением городища Иднакар, нередко встречаются образы животных и птиц. Довольно часто можно найти предметы, которые несут в себе образ коня. Вообще любые, конечно, индоевропейские народы с самых ранних эпох считали коня символом солнца. То есть вот этот вот анималистический культ, культ лошади, культ коня, у этих народов он всегда ассоциировался еще и с солнцем. То есть конь считался, как и солнце, символом плодородия, символом обновления жизни, символом вот этого двоякости солнца и конь. Утиные лапки – это обязательный атрибут некоторых категорий предметов, и именно из медной, уже если говорить про медную пластику, утиные лапки тоже символ, связанный, опять же, с анималистическими культами. На данный момент уже, если мы про это говорим, то это культ водоплавающей птицы, который был развит у всех финно-угорских, финно-пермских народов. Подвески IX-XIII веков, найденные на городищах, изображают птиц с развернутыми крыльями. В одном образе соединены орлиный клюв, крылья ворона и утиные лапки. В мифологии финно-угров прародителями земного и верхнего миров были утка, орел или ворон. Древние верили, что эти птицы оберегают от злых сил. В коллекциях также представлены орудия труда, одежда, культовые и бытовые предметы. Некоторые изделия тщательно отполированы и имеют резные орнаменты. У нас хранятся находки, это из изделия из кости. И действительно на костяных изделиях иногда можно найти по-удмуртски пусы, тамга, если тюркское обозначение использовать. То есть это знаки собственности, которые обозначали, принадлежали конкретному роду. То есть это не личные знаки собственности, это родовые знаки. Легенда гласит о том, что этими пусами была записана большая берестяная книга для того, чтобы сохранить информацию о том, когда проводить обряды, сколько жертвоприношений для богов нужно преподносить. И чтобы вот это все не забыть и сохранить, передать потомкам, удмурты, которые проживали все шире по территории, расходились в разные направления, они решили вот эту книгу записать пусами на бересте и оставить на большом белом камне в середине своих земель. И когда Инмар стал сердиться на удмуртов за то, что они делают, как в книге написано, и Инмар отправляет корову, которая сживала эту берестяную книгу, и оставляет в памяти удмуртам Инмар только один знак, вычеркивая из памяти знания письменности. Каждый удмурт осознавал свою принадлежность к родовому объединению – варшуду. У понятия «варшуд» несколько смыслов. Группа людей, ведущих свое происхождение от одного начала, покровитель рода, материальная святыня. Этнографы утверждают о существовании более 70 варшудных групп, например, Эгра, Порга и Варча, варшуды северных удмуртов. Жители деревни Лонки-Ворцы и Гринского района до сих пор бережно хранят родовые связи. В 2018 году здесь собрались и взрослые, и малыши рода Тошмо и устроили настоящий праздник. В честь события в деревне появилась
скульптура. Перед прудом собрались все родственники, человек, наверное, 100 с лишним, около 200, по-моему, было, 200 с лишним. И вот открытие сделали торжественное, что с давнишних времен вот здесь заселились род Ворча. И вот от Ворчи уже идут роды маленькие, уже идут. 20, всего мы написали 29, что ли, в деревне. Но некоторые мелкие, как одна семья. А некоторые, вот от Тошмо, это самый большой род в деревне. Вся эта родня, все люди, представители, мы спустились по улице Вукогурской и прибивали такие пусы на те ворота, где живут вот более такое уже пожилое поколение и новое. Вот эти пусы делали на граблях, на косы, вот на эти, да, ведь ручки. И маленькие, конечно, раз. И когда вот садились, они куда-то или уходили, или кто-то оставлял в поле, то по пусу узнали, так это же у них вот, они косу оставили. Или в лес, например, вот этот мой участок, елка, они делали вот этот пус, значит, эту елку уже не надо трогать. Про особенные родовые знаки в Лонкеворцах знают не только взрослые, но и дети. Педагоги с особым трепетом делятся своими знаниями с учениками. Такая тема связана с произведениями, где тоже встречаются эти пусы. Привить любовь к родному краю, непосредственно мы вспоминаем про наши пусы. В студенческие годы еще, когда я училась в Удмуртском государственном университете, как-то я приехала домой, и у мамы разложено на целом столе там листы ватмана, что-то она там подписывает, рисует. Я говорю, что такое это, мам? И она начала рассказывать, что когда-то был род, ну и он сейчас есть, Педор Выжи. И когда она начала работать по родам, по возрастным категориям, то она вышла на Педора, который очень походил своими выходками, своим балагорством, там, умением играть на гармонии, веселить народ, вышел на Педора. И потом уже от этого пошло, что, оказывается, реально Лапшо Педунь когда-то был в реальности этот человек. Потом уже он стал таким литературным героем. У центральных и южных удмуртов тоже существовали варшуды. Например, Тукля, Бигра, Пельга, Бадья. Сегодня мы видим их в названиях деревень и сел. Узей-Тукля, Баграш-Бигра, Карамас-Пельга, Якшур-Бадья. Этнограф и ученый Владимир Владыкин, изучая религиозно-мифологическую картину мира удмуртов, писал: «Предания связывают варшудные названия с именами счастливых женщин-прародительниц, которым впоследствии начали поклоняться удмурты. Однако исследователи до сих пор изучают этот вопрос. Об устройстве быта и традициях может рассказать жилище удмуртов, его конструктивные особенности». Одежда дома. Когда мы заходим в дом, вообще мы можем дом разделить сразу на несколько частей. Есть часть дома, которая находится за матицей, ближе к окнам, которые смотрят уже на улицу, обращены, как правило. И есть вторая половина, которая ближе находится к входной двери. И считается, что вот матица, несущая балка, то есть дом, она разделяет на две части пространство дома. Если же относительно входа говорить о левой и правой стороне, да, то, как правило, та часть, где стоит печка, бывает, что с левой стороны, бывает, что с правой стороны она стоит, находится женская половина. И противоположная половина, это, условно говоря, мужская половина. Украшение дома будет отличаться, потому что хозяйственная часть, более женская, она предназначена для работы. И в этом плане иногда мы в хозяйственной части встречаем больше, допустим, предметов, которые могут как-то запачкаться, например. И чаще всего красивые элементы декора, одежды, которая украшает пространство, все-таки находятся вот во второй половине дома. Это и скатерть, которая стелится на столе. В зависимости от скатерти мы тоже можем понять, в доме праздник, тогда будет белая скатерть.
Если в доме, например, обычный, да, день, то либо может использоваться, допустим, пестрединная какая-то скатерть. Вообще у нас тут в коллекции более 150 скатертей, тканых изделий, дорожек. Вообще эти скатерти у нас собраны в экспедициях по нашему району. То есть в наших ближайших деревнях. Это как Кузьмовыр, Бачкеево, Сеп, Средняя Шатбегово, Ключевка. Вот. Но все скатерти, вот если посмотреть, они разные. Тут есть у нас двухремизное ткачество, да, бранное, выборное. Есть двусторонний рубчик, есть и самое главное многоремизное. Красители использовали, вот видно, что у нас есть лилен серого цвета, только красители. Использовали уже растительные в тот момент. У нас вот не было такой возможности, чтобы можно было купить краску, да, это как у южных вот удмуртов. Важной частью удмуртской усадьбы был кинос – летний дом невестки, ее личное пространство и место для отдыха с супругом. Сундук с приданым, одежда и ткани, мягкая рухлядь и кровать с расшитым пологом. Так вот, инвурон, обряд шитья полога, он проводится перед тем, как невесту отправить в дом жениха, перед тем, как уже полноценно перейти к свадебным обрядам. И в рамках этого обряда инвурон устраивается посиделка женская, когда подруги могут принести, может быть, свои вещи, которые они могут в качестве подарка невесте передать, и чтобы наполнить ее сундук, да, помочь. И вот тот самый полог над кроватью надвешенный вот в киносе, в личном пространстве невесты, да, в доме жениха уже теперь, является местом сакральным. То есть это пространство над кроватью. Вот этот полог, он как бы, это навес в виде балдахина, да, над кроватью, который, с одной стороны, не позволяет насекомым в летнюю ночь в деревне покусать, да, того, кто спит. То есть это защита от комаров в какой-то степени. С другой стороны, это защита от лишних глаз, потому что в киносе могли вполне ночевать, например, дети тоже тут же на стиле, да, на кровати тоже. Вот, то есть это защита интимной такой зоны, пространства для молодоженов. И под этим пологом на кровати, получается, в том числе будет проходить первая брачная ночь, будет зачат ребенок, да, продолжение рода. Поэтому полог, после того, как невеста его приготовила, сшила, обычно его еще помогали дошивать подружки невесты, пришивали там чуки, то есть это такие отметки, кисточки, ленточки, которые украшали, служили оберегом от сглаза и от дурной силы какой-то, которая могла бы плохо повлиять на продолжение рода. Еще в прошлом столетии многие удмуртские семьи состояли из десятков человек, живущих 2-3 поколениями на одной территории в нескольких избах. Окружая себя предметами и знаками, олицетворяющими единение с природой, сохраняя и передавая традиции, они верили и знали, что продолжение рода и большая семья – это счастье.